всем, кто меня помнит, кто не помнит. Большой привет, кто жил над Разным. Всем привет! Это улица Зарто-Салинская, но мы поехали на улицу Быкова. Сейчас даже наша молодежь, которая живет на улице Быкова, не знает вообще, кто такой Быков. Ходят только по улице и быкуют. Ладно, шучу. Вкратце, кто такой Быков Иннокентий Вячеславович? В 1949 году он был назначен начальником Кемптоно-Учурской комплексной экспедиции ТУКЭ. Проработал здесь 20 лет, до 1969 года. Под его руководством за несколько лет всего был выполнен колоссальный объем работ, сданный в эксплуатацию более десятка крупных месторождений. Из воспоминаний Виталия Андреевича Белоненко. Быков был низкого роста, белобрысый, всегда с красным носом и по внешнему виду совсем не походил на руководящую фигуру. Из МВД города Москвы приехала проверка, и, увидев Быкова, последовала команда руководству треста снять с должности начальника. И его быстро понизили в должности до заместителя начальника экспедиции. Но, правда, это тоже было недолго, и потом его поставили опять начальником. Потому что наши кадры, они разбирались в людях, не по внешнему признаку. У него было много заслуженных наград, а среди молодежи он был легендарнейшей авторитетной личностью. Ну и не только среди молодежи. Так что все, кто живет на улице Быкова, все могут этим гордиться. Проедем еще раз по этому месту, потому что сильно быстро это все прошло, и не успел я рассказать, где что находится. Сейчас поворачиваем на улицу Быкова. Это единственный, можно сказать, мало уже таких участков, которые не асфальтированные. Это, можно сказать, эксклюзив, вот это вот участок Быкова. Просто чтоб жизнь медом не казалась. Едем к переулку Заводскому. Сейчас он называется уже переулок Лабуня. Сейчас справа будет кинотеатр, в который ходили мы. Вот он, кинотеатр. Дом так и остался с тех времен. Сейчас в бывшем кинотеатре фирма по изготовлению памятников. Уже многие люди, которые смотрели в этом здании фильмы, прошли через него во второй раз, но уже в другой роли. А вот и подъезжаем к Быково-1, к нашей цели. Все, пока.